Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. В поддержку юных выпускников. Это целый путь, пройденный рука об руку с первым учителем. Чеченское отделение ЛДПР присоединилось к празднованию последнего звонка в школе-интернате. Аргун получил федеральное признание. Аргун становится комфортным современным пространством для жизни. Проект «Образ Аргун. От наследия к бренду» стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Многоуровневая система. Нам важно всесторонне помочь нашим подопечным. Как в республике помогают справляться с эмоциональными последствиями СВО. В Грозном яркое спортивное событие. Первый этап внедорожной гонки «Альфа-рейс» собрал полсотни экипажей со всей России. А почетное право дать старт звездам доверили вице-премьеру Ахмату Кадырову. Участники из разного региона вышли на трассу, чтобы проверить себя и технику на прочность. Ну а как это было в нашем следующем сюжете. Для зрителей на церемонии открытия организовали выставку техники, способную преодолевать грязевые участки и сложные повороты. Старт заездом, состоящих из 2 этапов, дал вице-премьер правительства, министр физической культуры и спорта региона Ахмат Кадыров. С радостью приветствую вас в гостеприимном городе Грозном, где сегодня стартует внедорожная гоночная серия «Альфа-рейс». В рамках нашей серии состоятся сразу 3 значимых соревнования, и мы рады, что Чеченская республика стала площадкой для этих гонок. Проведение такого рода мероприятия положительно влияет как на развитие спорта в регионе, так и туризма в том числе. Благодаря главе Чеченской республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас имеются все условия для организации спортивных мероприятий любого уровня, привлечения туристов и гостей. Хочу поблагодарить команду организаторов этих замечательных соревнований. Участникам желаю успешного выступления, гостям нашего региона приятного времяпрепровождения. Спасибо за внимание. Перед выходом на трассу экипажи еще раз проверяли технику, обсуждали маршрут и детали прохождения дистанции. Каждый участник стартовал отдельно, чтобы показать лучший результат на сложной дистанции. Запах жженой резины, рев двигателей и напряжение, которое буквально висит в воздухе. Именно так сегодня стартует Альфа-турпогон. Здесь нет права на ошибку. Каждая секунда может решить судьбу пилота, а каждая команда уже работает на пределе возможностей. В ралли участвуют 50 экипажей из разных уголков России, которым придется проехать в общем 700 километров спортивного маршрута на багги, квадроциклах и мотоциклах. В соревновании принял участие министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев. Сегодня пролог, первый день гонки, вчера была тренировка. Основная задача – минимум пенализации, нарушений и не сломать ничего перед важными 2 днями гонки. То есть это беречь ремень, беречь технику, беречь привода, и, соответственно, просто еще раз найти эту связку между штурманом и пилотом. Маршрут гонки проходит по пересеченной местности с крутыми подъемами и сложными маневрами. Из-за осадков, прошедших во время заезда, отдельные отрезки трассы стали особенно сложными даже для подготовленной техники. Трасса ходовая, в принципе, очень комфортная. Из особенностей, наверное, после дождичка немножко трава мокрая. Но в целом, ехать можно. Участники проедут каждый день по 3 спецучастка скоростных, которые проходят по территории Шелковского и Наурского районов. То есть это степные песчаные дорожки. Несмотря на непростые погодные условия, участники успешно преодолели дистанцию, показав мастерство управления техникой и настоящий спортивный характер. Этот этап подарил зрителям яркие заезды и новые имена, которые еще точно заявят о себе в большом автоспорте. Команды уже начинают подготовку к следующему старту, а значит, продолжение гоночного сезона не заставит себя ждать. Дени Хамидов, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика.
Возвращение к мирной жизни после боевых действий – это не только медицинская реабилитация, но и восстановление душевного равновесия. В республике психологическая поддержка ветеранов СВО и членов их семей поставлена на системную основу. Как выстроена эта работа в региональном отделении фонда «Защитники Отечества», расскажет Рабиат Гайтиева. За помощью в фонд «Защитники Отечества» ветераны специальной военной операции, члены их семей обращаются по самым разным вопросам. Помимо социальных и бытовых проблем, здесь помогают справляться и с эмоциональными переживаниями. Сегодня в Чеченской Республике психологическая поддержка такая же обязательная мера помощи, как и медицинская реабилитация. С участниками СВО и с их родными, близкими мы проводим индивидуальные занятия, групповые занятия, также медитации, релаксации. Чтобы они могли немножко расслабиться, почувствовать, что они в безопасности. Организация выстраивает многоуровневую систему психологической поддержки от первичной консультации в региональном отделении до привлечения узкопрофильных экспертов в особо сложных случаях. У нас на базе фонда организовано 3 клинических психолога. Они проводят прием не только наших подопечных, имеется в виду участников боевых действий, но и членов их семей. Проводится прием с 9 утра до 6 вечера. Прием каждый день. Здесь работают именно клинические психологи. Это узкое направление, таких специалистов очень мало. Также организовано по взаимодействию с Министерством здравоохранения Чеченской Республики во всех районах, муниципалитетах республики для удобства наших подопечных и членов их семей. Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращаются в фонд. С ветеранами непосредственно взаимодействуют социальные координаторы, которые имеют базовые знания в области психологии и способны распознать проблемы на ранней стадии. Как координаторам нам важно всесторонне помочь нашим подопечным, будь то это в сфере социальной или связано со здоровьем. Так как мы постоянно с ними общаемся, мы видим их состояние, какие-то изменения в них, поэтому мы им помогаем, направляем их к психологу. В Чеченской Республике ветераны специальной военной операции и члены их семей получили психологическую поддержку около 2500 раз. Специалисты проводили индивидуальные и групповые консультации, обеспечивали медицинское сопровождение при посттравматическом стрессе и тревожных состояниях. Психологическая поддержка – это одна из ключевых составляющих помощи ветеранам специальной военной операции и их близких. Очень важно, чтобы человек и его семья не оставались наедине со своими переживаниями и понимали, что рядом есть специалисты, готовые помочь. Рабиат Гайтиева, Азан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Помнить, чтобы жить под таким девизом в Наурском районе Чечни открыли после реконструкции памятник неизвестному солдату. Еще недавно он был в запустении, но благодаря усилиям Союза ветеранов и районной администрации аллея обрела новую жизнь. Торжественное мероприятие приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Во время Великой Отечественной войны Наурский муниципальный район превратился в один из важнейших плацдармов освобождения региона от фашистов. В боях за станицу Николаевскую советские солдаты стояли насмерть, где героически пали, защищая родину. Здесь советские солдаты преградили путь гитлеровцам, стремившимся захватить Грозный и грозненскую нефть. Сегодня мемориал неизвестному солдату напоминает о подвиге бойцов, которые не дали противнику прорвать оборону. До недавнего времени мемориал-памятник неизвестному солдату, хранящий память о тех годах, был заброшен. Однако благодаря инициативе Союза ветеранов и местной администрации аллею полностью реконструировали. На торжественном открытии, приуроченном к 75-летию со дня рождения первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, собрались представители местной администрации, учащиеся школ и почетные гости. С приветственным словом к собравшимся обратился советник регионального министра культуры. Памятника от лица министра культуры Чеченской Республики Исы Ибрагимова хочу поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие в восстановлении этого памятника. Почему? Потому что это долг каждого гражданина Российской Федерации для того, чтобы мы могли сохранить память о наших героях
герои, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня вот так красиво жили на этой территории. Как отметил председатель регионального союза ветеранов, подобные мероприятия крайне важны. Они помогают подрастающему поколению знать историю своей родины и помнить ее героев. Это очень важно для того, чтобы сохранить историческую память, передать ее поколению. То это называется межпоколенная связь, чтобы молодые люди знали о подвигах наших дедов, отцов по защите своей родины. Это и патриотическое воспитание, и духовно-нравственное воспитание. Память о тех годах, кто отдал своей жизни за мирное небо, навсегда осталась в сердцах потомков. Обновленный мемориал станет не просто напоминанием о великом подвиге, но и главным местом притяжения для всех, кому дорога история родного края. Ахмед Рамазанов, Мусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Представители чеченского отделения ЛДПР посетили торжественное мероприятие в специальной школе-интернате, где 36 воспитанников завершили первый этап обучения. Партийцы выступили с напутственными словами, подчеркнув многолетнее шефство над образовательным учреждением. Подробнее, как прошел последний звонок, Рамзан Абуев. Никаких больше прописей и домашних заданий по окружающему миру. Для этих ребят официально закончилось детство. Ну, по крайней мере, его начальная часть. Свои первые 5 лет учебы успешно завершили 36 воспитанников специальной школы-интерната. В нашем интернате обучаются дети с особенностями. Это дети с аутизмом, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи. Нам сегодня было немножко грустно прощаться с этими детьми. Почему? Потому что мы с ними проучились, прожили в этом интернате 5 лет. Праздник подшефного образовательного учреждения посетили и представители чеченского отделения ЛДПР. Партийцы поздравили ребят и обратились к ним с напутственными словами. ЛДПР не осталась в стороне. Мы приехали, пригласили аниматоров, раздали подарки нашим детишкам, так как ни для кого не секрет, дети – это цветы жизни, мы должны их хранить, мы должны их правильно воспитывать. А выпускникам этой школы я бы, конечно, хотел пожелать в первую очередь успехов. Они должны понимать, что они на пороге больших открытий, больших свершений. Совсем недавно они, робко держась за руки родителей, впервые переступили школьный порог. В руках букеты цветов, а в глазах смесь любопытства и трепета перед неизвестностью. И вот 5 лет пронеслись незаметно. Родители искренне благодарят педагогов за заботу, душевную теплоту и за то, что они открыли для детей дорогу знаний. Просто я вкинул шатом школа лет дит шортком до дитен вере воч. Хокон дукшери шаха мат бицаха. Учителя шок юшел яхом декачал. Воспитание массу психически массу агор. Ша мялдал хума. Алхамдулилла, массу хум дикч агорду. И вот он, тот самый момент. Звон колокольчика как символ прощания с начальной школой. Трогательные слова родителей и памятные фотографии выпускников с учителями уже как добрая традиция праздника. Это целый путь, пройденная рука об руку с первым учителем. Путь от первых кривых букв прописей до сложных уравнений. От первых робких шагов в коллективе до крепкой школьной дружбы. За это время ребята научились читать и писать, дружить и поддерживать друг друга, побеждать и достойно принимать неудачи. Впереди средняя школа. А еще новые кабинеты, знакомства с учителями, сложные предметы и яркие открытия. Это уверенный шаг во взрослую, еще более интересную школьную жизнь. Но все это будет осенью, а пока летние каникулы, во время которых дети отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом. Рамзан Абуев, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Кажется, еще недавно этот город не входил в число промышленных центров. Сегодня здесь выпускают продукцию, которую знают далеко за пределами республики. Автомобили, продукты, стройматериалы – все это звенья одной цепи. Как местному производителю удалось занять свою нишу и как инициатива превратилась в федеральную историю успеха, узнаем у нашего корреспондента. Аргун заявил о себе на всю страну. Проект «Образ Аргун от наследия к бренду» стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Конкурс объединил более 60 тысяч заявок со всей страны, и победа в нем стала значительным достижением для муниципалитета. Эта награда, как призналось руководство города, признание системной работы по развитию округа и вовлечению жителей в будущее. Всероссийская муниципальная премия по инициативе
главы государства Владимира Владимировича Путина проводится с его участием. Это в первую очередь престиж, в вторую очередь это узнаваемость территории, то есть на федеральном уровне. Город у нас к категории малых городов относится, но мы заявились на федеральную площадку как динамично развивающаяся и с большим потенциалом инвестиционного развития территория. Главный секрет успеха в том, что образ здесь строить не на бумаге, а общими усилиями власти, бизнеса и жителей. Главная задача – сформировать устойчивый, узнаваемый город, опираясь на его историю, промышленность, культуру и потенциал. По поручению главы Чеченской Республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова у нас в 2024 году разработан и утвержден мастер-план развития городского округа города Аргон. Там обозначены 15 направлений. 7 из них приоритетные. В части пищевой промышленности нами на определенной территории дополнительно, более детально разработан мастер-план, подготовлена заявка на участие в федеральном конкурсе для получения гранта. На эти деньги мы можем построить ангары, сооружения для привлечения туда инвесторов. Одним из ключевых промышленных объектов Аргуна остается завод «Чечен-Авто». Предприятие осуществляет сборку автомобилей «Лада Гранта» и «Газель Некст», демонстрируя опережающие темпы производства. В среднем завод выпускает ежедневно около 40 автомобилей. За год это число достигает 18 тысяч единиц. В общероссийском масштабе предприятия региона вносят вклад в развитие отечественного автопрома и производства специализированной техники, усиливая технологическую устойчивость страны. «Чечен-Авто» запущен по инициативе главы нашей республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова как социальный проект для создания рабочего места. В данный момент на заводе 250 человек. На 2026 год у нас запланировано 8 тысяч автомобилей. На сегодняшний день собрано 2888 машин. Главный приоритет нашей команды – это качество. Мы понимаем ответственность перед клиентами и перед брендом. Поэтому на каждом этапе сборки у нас усиленный контроль. Все технологические процессы выстроены таким образом, чтобы минимизировать риски дефектов и обеспечить стабильный результат. Еще один значимый проект – продолжение строительства агропромышленного комплекса компании «Колорит». На данный момент на территории объекта действует мукомольное производство, где уже около года выпускается мука 3 видов из качественного сырья. В планах открытия цеха по выпуску макарон, подсолнечного масла и хлебобулочных изделий. Инвестиционные проекты по поручению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова цар Одеш, администрация города Аргуна Одеш, правительство Одеша, дел ритмал, Бог бешту, Бог биг бешту. Там оборудование, турецкое оборудование, суточный 150 тонн зерна переработки, где-то 100-110 тонн дамдуклы в сутки. Кроме того, завершена реализация проекта по производству лакокрасочной продукции. Предприятие стало новым звеном в промышленной цепочке города и расширило спектр местного производства. Сегодня это современное и востребованное направление, дающее городу новые рабочие места. У нас производство полиэтиленовой, пакетчу и лакокрасочную. Месяц 100 тонн. Это объем около. Это новый проект. Площадка. Свой успех город связывает с постоянной поддержкой руководства региона в лице Рамзана Кадырова, без которого такой рывок в развитии был бы невозможен. В настоящее время для реализации инвестиционных проектов на территории округа выделяется около 200 гектаров земли промышленного значения. Однако Аргун сегодня – это уже не только промышленность и транспорт. Город активно меняется. Обнуляются дороги, появляются парки и современные жилые кварталы. Таким образом, благодаря комплексной работе руководства города и республики, Аргун становится комфортным, современным пространством для жизни. Рабят Гайтиева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Газ – это не только тепло в доме, но и обязанность своевременно платить по счетам. Однако некоторые абоненты копят долги, забывая последствия. И здесь вступают в дело мобильные группы. Совместные рейды газовиков и прокуратуры проходят в Грозном и окрестных селах. Как проходят проверки и зачем следят специалисты в сюжете Лимды Жамалдиновой. Совместные контрольные проверки специалистов компании «Газпром» газораспределения Грозный и органов прокуратуры продолжаются в столице республики и близлежащих населенных пунктах. Мобильные группы посещают абонентов, у которых образовалась задолженность за использованный природный газ. Цель таких визитов – побудить граждан вовремя рассчитываться за потребленный ресурс и не копить долги. دي قردوشة أتكوشين شتيج سدول دي خردر مخكوك شيخين شدي قرد عدلا تيخ أبسوجي مني دقا بورا
обязательно халдешду. Также в поле зрения адреса, где ранее временно ограничивали подачу голубого топлива. Специалисты проверяют состояние отключенных участков сети. Важно, чтобы газифицированное хозяйство оставалось в безопасности, а все подключения к системе велись исключительно на законных основаниях и силами профессионалов. Если самовольное подключение привело к тяжким последствиям, то виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет. При несанкционированном присоединении зачастую используют непригодные материалы, которые не гарантируют герметичность соединения. Преступное пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к утечкам, а также к серьезным рискам причинения вреда жизни и здоровью людей. Прокуратура призывает население республики с благоразумием отнестись к указанной проблеме. По словам профильного ведомства, каждому абоненту заранее направляются напоминания о необходимости закрыть накопившиеся задолженности. Отключение – это крайняя мера, которой стараются избежать с помощью открытого диалога. Газораспределение оплата в сентябре 2025 году долго и долго оплате езаревой. «Газпром» информирует граждан, что помимо неуплаты долга, отсутствие договора на техническое обслуживание также является прямым основанием для прекращения подачи газа. Специалисты напоминают, самовольное подключение к газовым сетям опасно и может привести к утечке газа. Жителям также рекомендуют своевременно проводить техобслуживание оборудования и соблюдать правила безопасности. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел вечер чеченского языка Даймехкан Аз, посвященный 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Организаторами выступили Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Союз писателей региона. Вечер объединил представителей творческой интеллигенции, студентов и молодежь. Главная цель мероприятия – сохранение и развитие чеченского языка, а также популяризация национальной культуры среди подрастающего поколения. Участники вспоминали вклад Ахмата Хаджи Кадырова в сохранение духовных ценностей и национального единства народа. В рамках вечера прозвучали стихотворения и произведения на родном языке, а также выступления общественных деятелей и писателей. الدحر كل شيء يأثر دحر الشرع كل شيء يأثر ووشق يتشنق شميت سيرين حيعشل دق شرش دو دلا تغني الشرق قستن ونوش رسملك حلقة بريزيدنتن ليرن يولدي لا قزح إلا شو بيت شو ديتر شو نوشي تشنخ نوشي قوم إستوريا وخلق أتلام استيغلق يخ لاتنا خيرلو كورتني قوي نوشي تشنخ نوشي شوحة نوشي موت مت يوز ميل أشتو ديتر شنو لاتنا خير. Сохранение традиций, уважение к истории, единство народов. Эти ценности объединили разных людей в стенах Чеченского государственного университета. Там прошел фестиваль национальных традиций и боевых искусств, посвященный 75-летию первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Как культура и спорт стали мостом между поколениями и даже странами в нашем следующем сюжете. Традиционная музыка, костюмы и показательные выступления спортсменов. В Чеченском государственном университете прошел фестиваль национальных традиций и боевых искусств, посвященный 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очень рад, что в стенах этого университета сегодня проходит впервые, можно сказать, фестиваль боевых искусств «Ассалам». Для молодых людей это сегодня боевое искусство, занятие боевым искусством, это как бы норма, без проблем можно в любую секцию пойти, заниматься. А старшее поколение помнит 80-е годы, когда это было сложно, под запретом, но все-таки люди занимались. Сегодня вот только поколение старших, кто стоит здесь на сцене, и это те люди, которые в то время занимались, развивали единоборство нашей республики. Я хочу их поблагодарить от вашего имени, от себя лично за упорство и труд и за любовь к этому действительно искусству. Участники представили национальную одежду разных народов, познакомив зрителей с особенностями традиционного стиля и культурой государств. Одним из почетных гостей фестиваля стал представитель Киоку Синкай карате, обладатель 6-го дана Михаил Казиев, чьи ученики продемонстрировали зрителям свое мастерство и показательные техники. Карате Киоку Синкай, я думаю, про него особо рассказывать не надо, его все знают, еще раз говорю.
Здесь, в Грозном, у вас очень шикарный дадзё, который даже в Японии нету. Мы у него были. Это действительно очень хорошая такая вещь и поддержка видов боевых искусств. На самом деле этот вид спорта очень мужественный, он действительно воспитывает настоящих мужчин и очень красивых девушек. Фестиваль объединил культуру, спорт и международное общение, став площадкой обмена опытом и идеями. Зрелищной частью программы стали выступления представителей боевых искусств. Планируете ли вы выходить на международный уровень? Да, я только за. Пускай у меня открытые двери для хороших студентов, для тех, кто понимает, что такое честь, спорт. А там рекламным нам не нужно. А вот как, скажем так, пример, вот чистенький, порядочный, очень вовремя приходит. Для них у нас всегда открытые двери. Фестиваль еще раз напомнил о важности сохранения традиций, уважения к историческому наследию и единства народов. Наша забота отныне всегда счастье и жизнь человека. Обнимите с ним миллионы, щедро сердца не тая. Для участников это не только возможность показать свое мастерство, но и обменяться опытом, познакомиться с новыми техниками и почувствовать настоящий соревновательный дух. Фестиваль объединил уже десятки спортсменов и зрителей, а главными на этой площадке сегодня стали сила, дисциплина и уважение к сопернику. Дени Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.